Все, пойдем. Я прошу тебя, ну… Все хорошо. Ну да, смотри, здесь дети играют. Детки, Все в уйдите порядке, отсюда. не волнуйтесь, здесь. Давай. Я не смогу здесь Сможешь, проехать, сможешь. пожалуйста. Ну смотри, как места мало. Немало места, тут по полметра с каждой стороны. Давай. Вот, это твоя машина. Ты ее хорошо знаешь. Открывай. Вот. Ты все время рядом будешь? Я здесь, я стою. Садись, пристегивайся. Заводи. Угу. Так. Включай заднюю передачу. Давай. Оп. Все, и спокойно отпускай тормоз. Давай. Не переживай, все хорошо. Все, едем, видишь? Спокойно. Не гони так, не гони. Спокойно, спокойно. Там руль, смотри, по зеркалам. Стой! Это что происходит? Зоя! Зоя, я пошутил! Стой! Что же это такое? Максим, куда ты раздетый-то побежал? Нин, чего вы бегаете? Мы тут выезжаем, между прочим. Так, ну-ка, в машину все. Быстро. Давай, давай. Все? Ага, да. Давай, П. Ну, вообще было неплохо, кстати. С меня хватит. На самом деле очень неплохо. Нина, это что было? Тихо, ну ладно, перестань, ты чего? Слушайте, у нас хохма, короче. Зоя решила Максима вытащить на лекции, чтобы его из универа не выперли. Так, тишина! Так вот, он сказал, что он от нее в армию сбежит. Тишина там! Хватит матери Это мозг нормально. выносить. Было нормально. Было нормально, честно. Ничего, я спрятала. Я не Как буду ваши здесь. водительские успехи? Очень хорошо. Уже доехали вот почти. Ничего у меня не получается. Парковаться не получается, вперед не получается. И вообще я боюсь водить. Спокойно. Я же тебе говорила, надо было в нашу идти. Автошколу я давно из нее асы сделала. Ладно, ладно, не кисни, все нормально. Я с тобой как-нибудь после работы позанимаюсь. Мне вот интересно, где Валера? Да здесь, Валера, здесь! На поезд мы опаздываем. Ну хорошо. Что хорошего-то? Отлично выглядишь. Здорово. Здорово. Что стоим, время теряем? Время теряем? Где ты был, я спрашиваю? Ты опять кому-нибудь там в подъезде зацепил, глазки строил, да? Вот ее вечно накрывает. Ну, Вере Петровне помогал с третьего этажа. Там глазки не настроишь в жизни. Поехали, давай. Орлы? Сама Ты веришь? Ты доехала почти до бордюра. Ну, в прошлый раз ты доехала до лужи. Ну, это же все уже, знаешь, какой успех. Все, я тоже. Ключи где? У тебя я поеду на маршрутке на Ну, работу. какая маршрутка, милая? Я тебя подвезу. Это же не страшно. Садись. Ну все. Удачного дня, трусишка. И тебе. Погоди. После работы забрать? Нет. Нет, я уйду пораньше и договорюсь с Ниной, и она меня получит водить. Ну все, пока. Ну, давай. До вечера. Здравствуйте. Здравствуйте, барышня. Здравствуйте. Скажите, а это вы врач-лаборант Петренко, да? Да, я. А скажите, пожалуйста, сколько вам моя жена заплатила, чтобы вы тест на отцовство подделали? Я подделками не занимаюсь. Да, безусловно, вы такими вещами не занимаетесь. Только она гуляет налево-направо, а отец ребенка я. Ну, все верно. Вот вероятность отцовства 99,9%. Да что вы говорите? Смотрите, в каждом значении локуса есть Да совпадающие… хватит мне про этих локусов, покусов. Меня Вы думаете, отпустите, я не пожалуйста. понимаю, чего она хочет? Она хочет алименты от меня получить. Это ваш ребенок. Вот Я так, хочу, так, чтобы вы так. доказали, что я не отец ребенка. Да, Паша, Понимаете? не надо показывать. Да уй... Охрана! Женька, боже мой. Зачем с этим человеком вообще разговаривал? Надо было сразу его к завлабу отправить. Родион бы ему… А вот и он. Здравствуйте. Здравствуйте. Молодец, а? Ну ничего не скажешь, а? Прямо перед лабораторией драки устраивать. А? Родион Иванович, Женя меня защищал. Даша, на вас напали.
В таком случае надо было полицию вызвать. Зачем полицию, Родион Иванович? Это же не маньяк был, это был просто недовольный клиент. Ах, недовольный клиент. А вы что, с анализами что-то напутали? Или нахамили ему? Нет. Конечно, только этим занимаемся с утра до вечера. Хамим клиентам и путаем их анализы. 2 лучших сотрудника. Смотри у меня, Зубрицкий. Доиграешься. Обожаю его. Ну, нормально ты водишь, нечего паниковать было. Как инструктор по вождению тебе говорю. Это потому, что ты рядом. Я когда сама, мне все время кажется, что я врежусь во что-то или собью кого-то. Ладно, водила, сейчас за Валерой заедем. Ничего, мне тоже поначалу страшно было. Привыкнешь. Конечно. Да ты прирожденный водитель. Я бы вообще никогда за руль не села, если бы... Ну вот зачем он подарил машину? Я же не скажу ему, зря ты это сделал. Тормози! Все, больше от дороги не отвлекаемся. Ну, молодец. Все хорошо. А ну стой. Ну стой, стой. Ты посмотри, гад, что делает. А? Ну, я ему сейчас устрою. Паркуйте где-нибудь здесь. У тебя совесть есть, курица ты крашеная. Это ваша знакомая? Знакомая? Я его жена, настрой детей, а тебе вообще ничего не светит, поняла? Так что уходи от моего мужа, пока я тебе папу не подбирала. Спокойно. У меня получится. Ой. Так что руки прочь от моего мужа, иначе я тебе патлы повыдергаю. Да успокойся ты, Нин, ну тут что ты творишь вообще? А ты вообще постеснялся бы около работы девок клеить? Какой клеить? Это хозяйка моего нового салона, где я работаю. Пока еще. Пока еще. Работаете. Что? Полина Сергеевна. Кто тебя сюда звал, скажи? Привет. Как покатались? Ужасно. Нинка с Валеркой разругались насмерть. Я испортила машину. Въехала в кого-то? Да. Нет, я припарковалась в столбик. А куда Нинка смотрела? На Валерку. Он там возле работы стоял, любезничал с какой-то барышней, прости. Ты что, родная моя? Ну ты чего, хорошая моя? Ну, Прости. все хорошо, ты цела, ты не ушиблась? Нет, прости. Да брось ты, это же просто кусок железа. Все застраховано, отремонтируют бесплатно. У тебя права не отобрали? Собирались. Вот негодяи. Но оказалось, что эти патрульные давние знакомые Нинки. Отлично. Она им поулыбалась, полюбезничала с ними. Прекрасно. И все. Мы отделались легким штрафом. Но зато потом Валера приревновал ее к ним. Боже мой, если они разведутся из-за меня, не дай бог. Да слушай, Дашуль, во-первых, они каждый месяц ссорятся, и это постоянно происходит. До сих пор не развелись, правильно? Во-вторых, почему мы все время говорим про этих пасечников? Давай, ты лучше теперь вот у меня спроси, как дела? А? Как у тебя дела? Садись. Дашка, Динеш приехал в город. Это глава нашей компании. Из Индии? Да, из Индии. Это шанс, которого я ждал всю жизнь. И если я смогу произвести впечатление на Биг Босса, я возглавлю наш филиал, а не этот придурок Есин. Подожди, как ты собираешься производить на него впечатление? О, тут у меня есть такой план. Я его в гости пригласил. К нам? Конечно, к нам, но не пасечникам же, Даш. Пойми, Динеш индус.
весьма религиозный человек. Ему важны не только профкачества соискателя должности, но и, так сказать, его быт. Понимаешь, семейственность. Я хочу показать дом, показать тебе. Ты у меня такая прекрасная, такая чудесная. Ты мне очень понравишься. Понравятся твои какие-нибудь кулинарные шедевры. Но надо же удивить человека. Так, стоп. Где я и где эти кулинарные шедевры? Это же готовить, нужно. Ну, а Нинка тебе на что? Ну, если эта кукушка проморгала, и ты въехала в столбик, пускай отдувается. Дашунь, да без проблем. Серьезно? Конечно, я бы тебе и так помогла. Спасибо большое. Слушай, подожди, а что Олег-то насчет машины не ругался? Ой, золотой у тебя муж. Верный, спокойный. Зато у вас страсти кипят. Все, Нин, я пойду. Я завидую даже вам. Ой, нашла чему завидовать. Максим, ну отсюда. Позже. Ой, и дети у вас замечательные. Ага. Ой, Нин, я готова уже на искусственное оплодотворение, лишь бы ребеночек появился. А Олег не готов. И как тут не завидовать, когда у тебя 3 детей? Почти 4. В смысле? Ты что, беременна? Ну, помнишь, мы в том месяце поругались так сильно, чуть не развелись. Ну, а потом мирились бурно. Ну, как обычно. Ну, Валерка еще не знает. Я, честно говоря, не знаю, оставлять или нет, но все-таки 4. Конечно, оставлять, Нин, ты что? Это же дети, ты счастье такое. Да, особенно такие кровопийцы, как у меня. Особенно от такого папаши, как Валера. Вот скажи мне, вот где он до сих пор ходит, да? Вот. Ах ты! Фу ты! Так. Ты что, через окно влез? Да. Ты с ума сошел? 2-й этаж. Да нормально, ну, ногой только зацепился, вот, грохнулся. Между прочим, это тебе. Слушай, ну ты мне валерьянки принес. Ты не мог, как все нормальные люди, через дверь зайти? Я же хотел сюрприз сделать. Как наш первый раз. В общаге, помнишь? Помню. Так, ну-ка не лезь давай. Почему? Почему? Потому. Ты где был? Где ты? Нет, мне скажи, где ты был? Свою шефиню ублажал, чтобы она тебя с работы не уволила, да? Да? Ты бы мог ради меня к нам в квартиру через окно полезть? Ты хочешь, чтобы я себе шею свернул? Нет, я романтики хочу. Не проблема. Завтра приду домой с цветами. А если у нас вдруг будет пожар, а входную дверь заклинит? Ты полезешь меня спасать? Милая, я предпочитаю, чтобы свою работу выполняли профессионалы. Я вызову спасателей. Значит, не полезешь. Что-то не так? Я плохой муж? Да вроде неплохой. Зарплату приношу. Не пью, тебя не обижаю. Не изменяю, как Валерка Нине. Ничего тебе не хватает? Может, сюрпризов? Ах, сюрпризы. Будут сюрпризы. Разберусь со своим бигбоссом и устрою тебе сюрприз. Хорошо. Ой, простите. Привет. Привет. А ты тоже сюда? Тоже сдавать тест? У вас же вроде с Олегом нет детей. Или я что-то путаю? Да нет, не путаешь. Я просто здесь работаю. А, ты здесь работаешь? Ну да. Я не знала. Блин. Ладно, пойду в другую лабораторию. Подожди. Что-то случилось? Не волнуйся, я никому ничего не расскажу. Что у дочки генетические отклонения? Нет, нет.
Мне надо... В общем, мне надо узнать, от кого она. Ты же давно и удачно замужем. Или я что-то путаю? Ну да, замужем. Представляешь, объявился ее бывший парень, ее первая любовь. И уговаривает ее уйти от мужа, к нему. Анжела не знает, кто отец ее ребенка. И решила все выяснить, пока кардинально не изменит свою жизнь. Я обещала сделать ей тест быстро и анонимно. И никто ничего не узнает. Я уже знаю, Даш. Тебе нельзя доверять секреты. Всему городу разболтаешь. Я рассказала только тебе, никому больше не собираюсь. А Олегу своему? Нет, конечно. Он мне принципиальный. Узнает, что она изменяет мужу, сразу же уволит ее. Между прочим, она его подчиненная. А что ты такой злой? Дома проблемы? Дома у меня не проблема. Дома у меня жена. Она имеет свойство задавать вопросы. Как можно любить работу, на которой платят так мало денег, где клиенты тебя бьют и на которой ты постоянно задерживаешься? Ой. А я тебя сегодня хотела попросить прикрыть меня. К нам в гости приезжает начальник Олега из Индии. Прикрою. Спасибо. Угу. Ну что? Мне кажется, ничего. Ой, просто супер. Спасибо тебе большое. Так, ну, во-первых, супер будет, когда мы тебя как-то приведем в порядок. А со мной что не так? Ты не собираешься же, да, вот в джинсах индусов встречать? Я правильно понимаю, да? Дашунь, все готово. Динаш звонил, он уже подъезжает. Так, вроде. Все. Это что за маскарад? Ты опозорить меня решила? Это Нина придумала женственный образ а-ля индианка. Вечно Нинка придумает какую-нибудь глупость. Дашунь, так нельзя, правда. Иди переоденься во что-нибудь нормальное. Давай, давай, надо что-то приличное. Ну что ты, это никуда не годится. О, давай, быстрее, 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 быстрее. Delicious. Сами готовили? Yes, да. Yes, спасибо. Олег, у вас очаровательная жена. Благодарю вас. Я ее очень люблю. Хороший дом, хорошая жена. Где же дети-то? А деток, к сожалению, у нас нет. Пока. Ключевое слово «пока». Мы с супругой обожаем детей. Планируем завести 2 и, честно говоря, 3. Правда, любимая? Да. Я дома. Привет, ну как? Все просто волшебно. Я отвез Динаш прям к отелю. Он говорит, что у меня есть все шансы стать главой филиала. Зря ты соврал про детей. Ну как выкручиваться потом будешь? Фу, ты не думай об этом. Сейчас самое важное – возглавить филиал. Поднять прибыль, а потом уже про детей никто и не вспомнит. Да. Малыш, ну чего ты? Я же тебе уже 100 раз говорил, меня совершенно не смущает твое бесплодие. А я подготовил обещанный сюрприз. Да. Закрой глаза. Так, не открывай, не подсматривай. Все, готово. Вот.
Здорово, да? Это белое золото с настоящими изумрудами. Он тебе нравится? Привет. Привет. Спасибо тебе большое. Так, Все возвращаю. все получилось? Да. Хорошо. Я рада. Добрый вечер, тетя Дася. Привет. А куда это мы на ночь глядь собрались? В клуб с Зойкой. Да что ты? Помирились? Да. Ой, надолго ли? Мамочка, кто бы говорил? Все, пока, тетя. Давай, детеныш, иди гуляй. Спасибо. Боже ж ты мой, красотища ты какая. О, Олег подарил. Я рассчитывала на романтическое путешествие. Ой. Подарки должны быть статусные, машина, белое золото, изумруды. Надо радоваться, что мужу на тебя денег не жалко. И, кстати, по-моему, он не один сюрприз обещал. Так, сюрприз. Что, кот? Что ж ты будешь делать? Тебя уже в воскресенье поспать не дают. Даш! А что за ребенок? А что дети кричат? Тю-тю-тю-тю. А что за ребенок? Я не Что знаю. случилось-то? Маленький. Ребенок. Я в магазин Смотри. вышла. Тихо. Это розыгрыши сейчас такие, да? Да не знаю. Даш, стой! Откуда ребенок? Я в магазин вышла и вот нашла. На тебе. Маленький. Тихо. Записка какая-то. Позаботься о нашем сыне. Привет. Да. Нет. Нет. А это, похоже, тебе. Приехали. Ну почему мне? С чего ты взяла, Нин? А кому? Кому хочешь? Он Олегу. Ну, здрасте. Коробка взяла стоит, да. А он на тебя похож? Вот ничего лучшего не придумал сказать. Олег, в отличие от тебя, жене не изменяет. Вообще-то да. Милая, я тоже не изменяю. Тебе. Вообще. Значит так, ты сейчас собираешь свои вещи, забираешь своего сына и катишься куда хочешь. Что ты несешь? Ты услышал меня? Ты меня услышь, я тебе клянусь, никогда и ни с кем. Не, ну... Я тебе еще раз сказала. Ты собираешь свои вещи, своего сына и катишься отсюда. Это же ерунда какая-то. Я даже не Ты хочу... зараза. Я тебе сейчас... Ребенок, Кати, а? не надо. Кто и где нашел ребенка? Я на лестничной площадке. Есть идеи, кто мог подкинуть? Нет. Давайте мне его. Давайте. А куда вы его повезете? Давайте. Сначала в больницу на осмотр, а потом в дом малютки. Распишитесь. Я? Да. Мы очень надеемся, что вы найдете мать этого ребенка. Конечно, искать будем. Найдем ли, шансы малы. Говорят, что роженица живет по соседству. Я провожу. Спасибо. До свидания. До свидания. Олег, может, про пасечников нужно было рассказать им? Ну зачем тебе конфликты с соседями? Я прошу тебя, остановись. Ну, я умоляю тебя. Ну, Господи, что ты творишь?
Я никуда не поеду, я ни в чем не виноват. Да, Нинка, да угомонись ты! С ума сошла, что ли? А дети! Сегодня дети вернутся с соревнований. Ты их встречать будет, ты мне скажи, кто? Своих детей я заберу сама. Ты разбирайся со своим сыном. Ты серьезно? Пошел вон. Пошел вон отсюда! Хорошо. Хорошо. Привет. Ну ты как? Да как? К гинекологу записался. Это скотина решила сломаться. А зачем тебе к гинекологу? Нин, ты не собираешься аборт делать? Нет, Даш, я собираюсь одна 4 детей поднимать. Вы помиритесь еще. Сейчас. А если Валера не врет? Нин, если мать этого подкидыша просто адрес перепутала? Алло, такси? Ну, подожди, пожалуйста. Ну, нельзя так разводиться, основываясь на каких-то домыслах. Сделай хотя бы тест на отцовство. Он не захочет, он будет орать, что это не его ребенок. Он нам для этого не нужен. В смысле? Сейчас. Алло, Жень, я сегодня опоздаю. Прикроешь меня? Это последний раз, правда. Спасибо. Не могу я никак забыть этого малыша. И вот решила заехать, узнать, как он. Ну, вроде здоровенький. Но еще не все обследования сделали. Это вот для него. Да. Какой же он крох. А можно мне его на ручках подержать? Да, конечно. Привет. Какой маленький. Ну, здравствуй. Прости, это я на нервах. Представляешь, Дашка, я же клянусь ей, не на. Да у меня нет никого и не было никогда. Да-да-да. Валерочка, я хотела спросить, у тебя есть окошко сегодня? Так хотелось, чтобы ты меня сегодня поймал. Нет. Ну, а после работы? Я же говорю, не могу, Вик. У меня пациент, что, не видно, что ли? Сами ко мне липнут, понимаешь, сами. Но я же не виноват. А у меня никого, никогда. Да. Вы не один. Валерочка, а вы скоро освободитесь? Я после сауны, и как раз было бы здорово. Господи, сейчас. Нет, не могу. Сегодня никак. Потом. Ну, как сговорились. Валерка, ну, не волнуйся. Я постараюсь Нину отговорить от развода. Правда? Угу. Дашка, спасибо, ты вот настоящий друг. Тебе спасибо. Ну? Да. Ладно, ты чё? Да, вот часами, наверное, зацепилась. Ну, спасибо, мне правда легче. Да, и тебе спасибо. Да, пока. Пока.
Привет. Привет. Я тебя жду. Скажи, результат теста еще не готов? Готов. Прости, я просто замоталась. Вот. Дочка твоя не твоего бойфренда. Это точно? Да. Ой, спасибо. Значит, от мужа, да? Ну, я оставлю, значит, все как есть. Может, это и к лучшему. Спасибо. Ты обращайся. Я побежала. Родион Иванович, простите, я все отработаю. Ну что вы, Даша, у вас такое горе. Вы вообще могли сегодня на работу не выходить. Мои соболезнования. Я пойду. Ты что Ивановичу сказал? А что, у тебя тетя умерла? С ума сошел? Нет у меня никаких тетей. Извини, ляпнул первое, что в голову пришло. А что я должен был делать? Тебя 3,5 часа не было. Это не опоздание, это прогул. Ты где так застряла? Доставала генетические образцы. Надо сделать тест на отцовство. Ты же никого не убила? Нет, это кровь Олега. Он утром палец порезал. Не понял, ты что, думаешь, что Олег тебе изменяет? Конечно, нет. Ты что? Ребенок, возможно, от нашего соседа. Его подкинули нам. Кого подкинули? Соседа? Ребенка. Из-за этого семья на грани распада. Если окажется, что Валерка не отец, возможно, все образуется. А Олег тут при чем? Ни при чем. Его материал я взяла для контрольного образца. Слушай, Нинка не сможет оплатить тест, поэтому Иванычу ни слова. Ладно. Хотя, зря ты это все затеяла. Влезать в чужие семейные разборки – это нарываться на неприятности. Занудство. Вот черт. Отец подкидыша все-таки Валерка. Что теперь делать? В смысле? Ты же хотела выяснить правду, ты ее выяснила. Как я теперь эту правду Нинке расскажу? Она спрашивает меня постоянно, надеется, что результат будет отрицательный. Это катастрофа. Они разведутся, мальчики останутся без отца. 4-й ребенок вообще не родится. Ой, куда я полезла с этой проверкой? Я ж тебе говорил. Ну что, ты сделала тест ДНК? Сделала. Ну? Ребенка от моего Валерки? Нет, он от Олега. Подожди, как это Олег? Он же тебя не изменял никогда. Выходит, изменял. Нин, прости, я не могу сейчас говорить. Пока. Даш, ты зачем такую чушь сморозила? Ляпнула первое, что в голову пришло. Как ты с моей тетей? Ну да, это же одно и то же. Как собираешься выкручиваться? Никто не поверит в отцовство Олега. Все знают, какой он примерный семьянин. Поверят. Если я скажу, что тест сделал ты. А больше ты ничего не придумала? Они сделают повторный тест, выяснят правду, и нас с тобой уволят. Если все сделать достаточно убедительно, никто ничего проверять не будет. Убедительно это как? Я все придумала. Я разыграю сцену ревности. Так, чтобы Нинка действительно поверила, что подкидыш от Олега. Ему я потом признаюсь. Он хорошо к ним относится и меня поймет. И простит. Классный план. А потом мы сможем усыновить этого подкидыша. Ну, все и так будут думать, что это сын Олега. А у меня, наконец, появится мой ребенок. Даш, женщина, ты ненормальная.
Женька, у нас есть шанс спасти одну семью и еще не родившегося ребенка. Привет. Здорово. Что, Нинка решила тебя простить? Очень смешно. Меня из дома выгнали, а ребенок твой. Чего? Что чего? Это твой ребенок. Совсем крыша поехала? Ага, поехала. О, Даша. О, наконец, мы тебя ждем. Что за собрание? Собрание. Ты объясни, пожалуйста, кто отец этого подкидыша? Что и требовалось доказать. Что? Дашенька вообще не в курсе. Вы все это выдумали, чтобы помириться. А меня выставили полным мерзавцем. Ничего не выдумали. Ну? Даш, что ты молчишь? Даш! Я действительно делала ДНК-тест. И я? И? Отец ребенка Кто? ты. Ага! Ага! Этого не может быть, это невозможно, ребята. Вот результаты сравнения. Это Валера и подкидыша, а это сравнение с тобой. Во, Валеры тут нет. Как же так? Ты тайно взяла образец моего ДНК? А почему меня вообще никто не спрашивает? Твой образец я брала как контрольный. И я вообще не предполагала, что так все. О, я понял. Это розыгрыш, да? Ты прикалываешься. Ты просто Валерка выгораживаешь. Хорошие шуточки. Тест я делала не одна, и если хочешь, можешь уже не спросить. Давай, набирай. Набирай. Чтобы у меня были внебрачные дети, да это смешно. Звони. Тоже мне святой, дай да. сюда. Евгений, здравствуйте. Это Олег. Я по поводу теста, да. Слушай. Да вы там офонарили, что ли? Вы понимаете, что это незаконно? Фу на вас. Дашка, ты меня, конечно, спасла. Да подожди. Спасибо тебе большое. Даша. Олег, подожди, я не успею за тобой. Подожди, пожалуйста, да, я тебе все объясню. Чего, позорил Да, меня? я тебе на всё весь объясню, дом, пожалуйста. перед всеми соседями. Даже не надейся, что я тебя прощу. Олег, прости. Олег. И оправдываться перед тобой я тоже не буду. Вызываемый абонент временно недоступен. Олег.
Куда-то уезжаешь? Командировку. Все взяли, орлы? Да. По местам? Даш! Сейчас. Валерчик, отведи детей сон. Ладно, мне что-то нехорошо. Да? Хорошо, любимая. Ляг, поспи. Да-да-да. Привет. Привет. Как? Хорошо. Я сказала Валерчику про ребенка. Решили рожать. Молодцы, здорово. Ну, а у тебя как? Олег в командировку уехал. Так. Запланировано или характер показывает? Ой, Нин, я не знаю, что и думать. Он зачем-то стащил у меня из сумочки этот ДНК-тест. Ну, все понятно. Он хочет поехать к матери подкидыша, прижать ее, заставить забрать ребенка. Нет. Этого быть не может. Даша, все может быть. Все может быть. Тебе давно вообще надо было за ним проследить. Ты понимаешь, что у него эти командировки почти каждый месяц? Чего ты кричишь? Ты понимаешь, что он к любовнице мотается? Родион Иванович, доброе утро. Доброе. Скажите, а вы бы не могли дать мне на несколько дней отгул? С чего это вдруг? Мне в деревню надо уехать. Тетю помянуть. Тетя. Ну, тетя это святое. Поезжайте, конечно. Спасибо большое. Алло? Анжела, это Даша. Мне нужна будет твоя помощь. Привет. Иди сюда. Держи. Это список городов, которые он собирается объехать, и гостиницы, в которых он обычно останавливается. Только никому не говори, что я слила тебе информацию, иначе меня уволят. Да, конечно. Спасибо тебе большое. Все, пока. Пока. Тань, ну, за арест нужен билет. Ну, может, какая бронь есть. Ну, плацкарт? Ну, подойдет плацкарт, да. Ага. Послезавтра. Нет, он поехал на машине. Сегодня уже будет. Да, хорошо. Нет, спасибо, не подойдет. Слушай, может, автобусом? Да нет, я узнавала, на автобус билетов нет. Ладно, поеду на машине. И сервисы позвонили, сказали, что уже починили. Сама по трассе. Ты по городу-то еле ездишь. Нет, лучше дома сидеть и с ума сходить от подозрений. Так. Я с тобой поеду. Здрасте вам. А работа? Ну, скажу, что заболела. А дети? А Валера? Да ладно, нормально. Спасибо. Даже не думаю куда-нибудь срубить. Господи, я даже не думал. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Да, еды я наготовила. Так что не скучай. Все, поехали. Нин, может, ты поведешь пока? Кому тренироваться надо, тебе или мне? Нин, пожалуйста. Ладно, давай. Чтобы Олег нас не заметил. Да, и замаскироваться надо. Ты взяла что-нибудь? Очки, шляпу? Да нет, я как-то не подумала. Не подумала. А я подумала. Все взяла. Нин, ну мне до сих пор в голове не укладывается. Мы столько лет вместе прожили. Ой, слушай, хочешь честно? Мне всегда казалось, что он какой-то слишком правильный. Это смс-ка по ошибке к нему пришла. Ну да. А еще он с мамашей этого подкидыша тоже по ошибке переспал. Даша, хватит себя обманывать. Смотри уже правде в глаза.
Ну-ка, соберись. Соберись, я сказала. Зря мы все это затеяли. Он просто с сотрудниками встречается, документы какие-то свои обсуждает. Ну, ты же сама видишь, нет у него никого. Угу. А ребенок тогда откуда? Не знаю, может, донором спермы был. Даш, ну, конечно. Зарабатывал тебе на машину, на сережки. Ничего умнее не могла придумать? Ой, я устала. Мы целый день мотаемся за ним, и все без толку. Пожалуйста, поехали в отель. Подожди, он явно кого-то ждет. Он работает в фармацевтической компании. Он мог в эту аптеку просто поставлять лекарства. Вот. Здравствуй, Катя. Что тебе нужно? Я тебе говорила, видеть тебя больше не хочу. Просто лекарства поставляю. Угу. Ну-ну. Да подожди ты! Я просто хочу с тобой поговорить. Ты можешь послушать. Да замолчи ты! Чтоб тебя! Нин, может, просто это знакомая? Пошли, будешь сидеть и мучиться. Женщина, подождите. Женщина, подождите. Нина. Женщина. Нина, подожди. Да подождите вы. Помощь нужна? Не трогайте меня. Что вам нужно? Слушайте. Вас Олег послал за мной следить? Нет, мы сами следим за Олегом. Зачем? Я его жена. Мы расстались год назад. Да долго ваш роман длился? 3 года. Он говорил, что у него больная жена. Что? И он не может с ней развестись, пока она не выздоровеет. Нина, А потом я поняла, что он просто голову мне морочит, и послала его, а сегодня он явился. Дашунь, тише. Бред какой. Не трогай меня. Хорошо. Скажите, а вам правда малыша подкинули, или он опять врет? Правда. Сообщения он вам какие-то посылал? Вы рожали от него ребенка или нет? Никого я не рожала. Я давно заблокировала его номер. Слушайте, может, у него в городе кто-нибудь есть, не знаете? Откуда я знаю? Разбирайтесь сами с этим козлом. Вообще. Дашунь, Даш, давай мне ключи, я поведу, а ты успокоительное примешь. Да я спокойна, Нина. Я спокойна. Как это вообще может быть? Я не понимаю. 7 лет мы с ним жили. Он не изменял направо-налево. Вообще 3 года она с ним. Дашунь, мы домой едем, да? Дура, Дашунь? верила. Да, мы едем домой, правильно?
Значит, ты едешь, я отвезу тебя на вокзал. А я еду за ним. Зачем? Убедиться, какое количество любовниц у моего очень верного мужа. Я бы тоже ему врезала. Я ничего не понимаю, у него что, в каждом городе любовницы? Пошли. Он что, извращенец? Я так понимаю, что это только бывшие, а есть еще и настоящие, про которых он точно знает, что в этом году никто из них не забеременел и не родил. Ты права. Так. Ну все. Поехали домой, а? Или так и будешь мазохизмом заниматься? Поехали. Давай ключи. Все равно не в состоянии, я поведу. Привет. Привет. Куда пропала? Дела были. Что соседи? Поверили, что подкидыш от Олега? Да. Помирились. Теперь у них все хорошо. А ты чего грустная? Что, Олег, ты ему рассказала? Простил? Женька, у него куча любовниц. Он теперь ездит всюду, среди них ищет маму подкидыша. Кого любовница? У Олега? Я сама их видела. Всех. О, черт. Значит, правду ты ему так и не сказала? Я не успела. Теперь уже нет смысла в этом во всем. Прости, я втянула тебя в это. Привет. А что происходит? Что происходит? Я развожусь с тобой. Это, кажется, твое? Это тоже ты покупал. Ты чего? Это все из-за этого глупого, явно ошибочного теста? Я следила за тобой. Что? Я видела всех твоих любовниц.
Нинка надоумила. Ты думаешь, я такая идиотка? Я сама не могу додуматься. Все, забирай, пошел вон. Даша, Даша, послушай, пожалуйста, внимательно. Все не так, как ты навоображала. Да неужели? А как? Да эти женщины, они для меня ничего не значат, понимаешь? Это прошлое. Я встретил тебя, полюбил, и их бросил. А мне кажется, было по-другому. Это они тебя бросили. Потому что поняли, какая ты сволочь. Так, вот ты сейчас договоришься. Ты чего? До развода? Так я сама тебе с удовольствием его дам. Или что, может, ты пить меня начнешь? Спокойно, спокойно. Мы все решим цивилизованным образом. Давай цивилизованно пойдем в ЗАГС и разведем. Нет, нет! Стоп. Развода не будет. Ты что, хочешь мне карьеру поломать? Ничего, что ты мне жизнь поломал. Да неплохая у тебя, между прочим, жизнь. И будет еще лучше. Я с тобой жить не буду, и точка. Я тебя услышал? Тогда давай сохраним брак фиктивно. Сейчас. Даша, у меня Динеш. Ты его видела. Если я разведусь, то все, это конец. А я готов тебе платить. Каждый месяц $300 вместо твоей этой вот зарплаты, на которую не проживешь. Плюс к ней это будет очень даже неплохая сумма. Да? Очень хорошо. Ты слышишь, что ты говоришь? Ты что, покупаешь меня? Как этих своих? 500. 500 и никаких сексуальных обязательств. Убирайся. Пошел вон. Убирайся. Давай. Квартиру мои родители покупали. Ты не имеешь на нее никакого права. Так я тебя засужу, поняла? Тебя и твою лабораторию. Что? Что слышала? Что, страшно? Я найду лучшего адвоката. И вашу шарашкину контору под плинтус закатаю. У меня есть все основания. Незаконный забор генетического материала у меня раз. У подкидыша 2. Тест ты сделала нелегально, то есть мимо кассы 3. Да и вообще твое заключение не имеет никакого законного основания. Это подлог, это преступление 4. Ты с работы пробкой вылетишь вместе со своим этим лаборантом, дружочком. Ты не сделаешь этого. Не сделаешь, скандал коснется и тебя. Поверь ты мне, если я лишусь должности, догорело все огнем. Ну мы договорились? Или мне уходить? Черт с тобой. Оставайся. Вот и хорошо. Не трогай меня. Как скажешь, любимая. Спать на диване будешь? Да, солнце мое. Милая, пора ехать. На работу опоздаем. А я еще не готова. Ну ладно. Анжела. Да, это Даша, привет. Я понимаю, это слишком нагло с моей стороны, но у меня к тебе еще одна просьба. Даш, быстрей.
Валь, быстрей. Спасибо. Нашла? А что конкретно ты ищешь? Может, мне на глаза попадется? Да. Так, один документ. Слушай, что у вас там вообще происходит? Вы наследство какое-то делите? Типа того. Спасибо тебе еще раз за помощь. Прости, больше я тебя не потревожу. Пока. Ну, пока. Нашла бланк, дорогая? Нет. И не найдешь. Ключи. На выход. Домой. И больше меня не зли. И ты смирилась? А что мне остается делать? Плюнуть на все и разводиться? Нельзя из-за угрозы увольнения жить с манипулятором и предателем. Одним увольнением дело не ограничится. Олег раздует такой скандал. Под ударом окажутся все сотрудники лаборатории. Заявят, что у нас постоянно незаконные тесты проводятся. Пришлют комиссию, начнут расследование. Не дай бог, выяснится, что результаты теста были подделаны. И что, отец подкидыш и Валерка. Пасечники разведутся. Нас с тобой вообще уволят, что мы не сможем нигде работу найти после этого. Даш, ты нагнетаешь. Неужели твой Олег настолько подлец? Настолько. Ты хочешь убедиться в этом? Я нет. И что дальше? Всю жизнь будешь терпеть мужа-придурка? Надеюсь, что Олег уже скоро получит свое повышение. Ему будет неважно, женаты мы или нет. Мы разведемся, не афишируя ничего, и все. Здравствуйте. Добрый день. А я вот еще принесла малышу. А где он? В больницу забрали. Как в больнице? Что-то серьезное? Обнаружили пилоростоноз. Сужение привратника желудка. Будут готовить к операции. Как операция? Он же маленький такой. Но по-другому эта аномалия не лечится. А если ничего не сделать, малыш может погибнуть. Олег, мне нужно с тобой поговорить. Дарья, мне сейчас совсем не до разбора. Олег, это очень важно. У меня проблемы на работе. Есин, зараза, вообразил себя эффективным менеджером. Представляешь? Устраивает тимбилдинги, мозговые штурмы. И знаешь что? Динеш уже сомневается в моей кандидатуре. Вот черти, блин. Олег, это очень важно. Это касается ребенка. Какого ребенка? Олег, сына твоего. Ну и что с ним? У него аномалия развития желудка. Я была в больнице, разговаривала с врачами. Он сейчас в реанимации. Его собирались готовить к операции, держать под капельницами 3 дня. Но началась какая-то жуткая пневмония. В общем, он очень в тяжелом состоянии. Олег, послушай меня, ему нужна помощь, лекарства, деньги на лекарства. Поможешь? Ты навещала моего сына? Ну, конечно.
Я думал, ты его ненавидишь. Олег, как можно ненавидеть ребенка, да еще в таком тяжелом состоянии? Я все понял. Ты скучаешь по мне, да? Поэтому к нему поехала. Олег, думай, что хочешь. Ты деньги дашь? Конечно. Все, что пожелаешь. Иди сюда. Ты что делаешь? Мы же договорились с тобой. Смотрят. Нинондра, сумку забыла? Привет. Здрасте. Привет. Привет, соседи. Пойдем в кино. Идем. Говори, какие лекарства. Вот весь список. Я тебе сейчас прочитаю. Анжела, вот так. Все? Крепим. Ага, да. Так. Как? Чуть-чуть выше правой, да. Правее. Нормально? Ага, хорошо. Да. А что это? Здравствуйте. Мы с женой пытаемся помочь этому ребенку. Он круглый сирота, тяжелое заболевание, требуются деньги на операцию. Вот решил бросить клич среди сотрудников, собрать необходимую сумму и спасти жизнь этому малышу. Charity. Да. Благотворительность – это священный долг любого человека. Здорово. Я тоже хочу помочь этому ребенку. Спасибо. У вас очень доброе сердце. Я дома. Дашунь, ты где? Привет. Смотри, собрал кучу денег для нашего малыша. Поедешь завтра со мной в больницу? Что значит нашего? Ты же хотела ребенка. Стоп, это запрещенный прием. Даш, погоди. Слушай меня внимательно. Понимаешь, меня осенило. Это же наш шанс. Наш с тобой и Витин. Какой Витя? Мальчик. Пусть он будет Виктор. По жизни победитель. Если не нравится, выбирай любое другое имя. Олег, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Давай его усыновим. Я думаю, ты в курсе, что я не нашел его мамашу. Это была какая-то мимолетная интрижка. Таких подробностей своих похождений мне вообще мало интересно. Я знаю, прости. Но ребенку нужна семья. Он совсем один, и он такой маленький. Ему нужна забота, тепло, любовь, в конце концов. Даш, ну кто, если не мы? Если ты таким образом пытаешься меня вернуть, то напрасно. Нет. Я хочу спасти сына. И обеспечить ему достойную жизнь. Даш, я хорошо тебя знаю. Ты будешь самой лучшей в мире мамой. Ну подумай. Тяжело больного ребенка никто, кроме нас, не возьмет. Он останется один. А я уже позвонил в органы опеки, договорился. Завтра нас ждут. Нет, если тебе все равно, я отменю, это не проблема. Подожди. Я согласна. Ты ненормальная? Мазохистка? Не смей ставить на себе крест. Рано или поздно разведешься с этим своим уродом. Встретишь нормального мужика. И сможете тогда установить другого малыша. Я нужна этому малышу, а не другому. Это Олег тебе внушил? Манипулятор хренов. Нет, я сама так чувствую. Я вмешалась в жизнь этого малыша. И я несу за него ответственность. Непонятно? Непонятно. Ну, совершила ошибку, со всеми бывает. Что теперь, всю жизнь за это расплачиваться? А ты правда считаешь, что ваш ребенок будет счастлив в этой вашей фиктивной семье? Что ты орешь на меня? Я всю жизнь с Олегом прожила. Может быть, я только сейчас понимаю, как сильно им дорожу. Ты серьезно? Мазохистка, делай, что хочешь. О, давай. Садись, поехали в органы опеки.
У меня есть еще время, я сама доберусь. Так, Дарья, давай ты не будешь демонстрировать независимость. Нас должны видеть вместе. Помнишь? Садись. Помню. Да, кстати, и давай пока не будем говорить никому, что Витя мой сын, хорошо? Ну, мало ли инспектор начнет копаться в прошлом или на работу позвонит, сама понимаешь. Понимаю. Фу. И, кстати, Нинке скажи, чтобы она никому не проболталась, а то она со мной отказывается общаться. Скажу. Вы знаете, мы вместе уже давно. И уже 5 лет пытаемся завести своего ребенка, но, увы. И поймите, как только мы увидели этого подкидыша, мы оба в него буквально влюбились, понимаете? Глупо признаться, но между собой мы уже называем его сыночком. А вы в курсе, что мальчик тяжело болен? Разумеется. Разумеется, никакие трудности нас не пугают. Деньги вообще это не проблема. Мы уже все собрали вот на операцию, на лекарства. Все это передали врачам. Если надо, поедем за границу. Ну, за границу в ближайшие месяцы не получится. Усыновление – это очень длительный процесс. Вам понадобится собрать массу документов, закончить курсы будущих усыновителей, пройти собеседование с нашими психологами. И это только в том случае, если не найдется в ближайшие месяцы мать. Очень жаль. Мы вообще-то надеялись усыновить его уже завтра. Но надо так надо. Значит, запасемся терпением и сделаем все, что вы скажете. Правда, любимая? Нет, Даш, я не могу понять. Мало того, что ты… Осторожно. Мало того, что ты ему все измены простила, так ты еще и его ребенка решила усыновить. Ты святая, что ли? Нин, ты знаешь, как сильно я хочу ребенка. Ну, не от любовницы же мужа. Ладно, все, я молчу, а то мы опять поссоримся. Я только одного понять не могу. А как он тебя уговорить-то смог? Он тебе что, золотые горы обещал? Или что, не изменять никогда? Я сама от себя этого не ожидала. Решила дать Олегу второй шанс. Не, ну ты точно святая? Здравствуй, малышка. Как поживаешь? Да, я тоже соскучился. Угу. Может, увидимся? Давай, заеду сегодня. Да. Я приеду, да, моя хорошая, конечно. Конечно, да, я и целую тебя, крепко целую. Давай, пока. Что? А ты не понимаешь. Что не понимаю? Ну, как, меня из спальни выставили, секса у меня нет. А мужские потребности есть? Нет, конечно, если ты хочешь. Не трогай меня, не хочу. Ну, тогда я правда не понимаю, в чем дело. А ребенка как ты собираешься воспитывать? Он подрастет, узнает, что у его папочки куча любовниц. Об этом ты подумал? Дашенька, если его мама не будет кричать о том, что у папы куча любовниц, он ничего не узнает. А, кстати, я записал нас на курсы молодых родителей. Что? В эту пятницу вечером. Пометь себе. Спасибо, что предупредил. А если у меня дела? Какие у тебя дела? Свидание? Твое дело. Стоять! Кругом. Помоги мне с галстуком, пожалуйста. У меня сегодня важная встреча. Я должен быть безупречен. Олег Борисович, вот отчеты, которые вы просили. Угу.
Спасибо. А как малыш, ему уже лучше? Вы знаете, тяжелое состояние. Я верю, что он выкарабкается. Мы с супругой решили его усыновить. Правда? Какие вы молодцы. Спасибо. Анжел, я только попрошу, пожалуйста, между нами никому. Я не хочу, чтобы кто-то подумал, что я таким образом пиарюсь. Конечно, я никому. Спасибо. Олег Борисович. Я никому. Старик, это правда насчет ребенка? Ну да. Олег, поздравляю тебя. Это так круто, что вы решили спасти малыша. Светочка, ну кто если не мы, да? Ты же понимаешь. Этим детям нужны именно. Давай потом. Ой, извините. Поздравляю. Благодарю. Свет выключи, что такое? Сработало! Что сработало? Пьяный, что ли? Тють-тють. Короче, Динеш узнал, что мы усыновляем малыша. Есин в пролете, а я, вуаля, новый директор компании. Подожди, я не поняла, ты ради этого ребенка усыновил? Ай, ты скучная баба, Дашка. Ну, порадуйся за мужа. Я за тебя рада. Это все? Все. Нет. Это не все. Послезавтра Динеш улетает. Поэтому завтра я пригласил его к нам в гости. Как гости? Зачем? Благодарить человека за назначение. А я здесь при чем? Веди его к одной из своих любовниц. Сбавь тон. И веди себя прилично, чтобы вечер получился не хуже, чем предыдущий. Ты поняла? Я ничего готовить вам не буду. Нинка пускай приготовит. Она вам не кухарка. Закажи что-нибудь. Так, значит, ты сейчас сама все закажешь в ресторане. Понятно? Вот тебе карта. И улыбайся. Я прошу тебя, улыбайся. Я хочу взять няню. О, это ни к чему. Послушайте, у нас есть четкий план. Как только мы берем малыша, Дарья тут же уходит с работы. Она сможет заниматься домом, малышом, семьей, а я, в свою очередь, полностью, всеми своими силами отдамся развитию нашей компании. Дарья? I don't think she likes that idea. Мне кажется, ей это не нравится. Она... Вы что? Это вообще ее идея. Она сама это предложила. Правда, любимая? Yes. Дарья, что это было? Я, кажется, просил тебя быть приветливой, а ты сидишь весь вечер с кислой миной. Ты за меня будешь решать, работать мне или нет? Да на кой черт нам нужна эта няня?
С твоей нищенской зарплатой, вот ей-богу, лучше сидеть дома. Тебя забыла спросить. Ну, я понял, да. Ты мне просто завидуешь? Тебе жалко, что у меня пошел карьерный рост, и ты пытаешься все испортить. Что ты несешь? Корчит из себя барина. На, убирай за ним сам. Что? Да ты... Неужели скандалит? Петренки? Все, с меня хватит. Стоять! Куда собралась? Так не пойдет дело. Ты никуда не пойдешь. Пусти меня, я сказала. Пусти. Кто там? Свои. О, привет, ребят. Олег, а что у вас случилось? Да ничего, все в порядке. А где Даша? Глухие, Даш! Даша! Даш! Что Ё-моё. случилось? Даш, ты в порядке? Ты жива? Все хорошо, все в порядке. Ребят! Ничего себе, все в порядке. Чего, ребят? Там мы просто ужинали. Дашка споткнулась и за скатерть схватилась, а с посуда упал. Хлопысь! А вы что подумали? Подумали, что мордобой. Вообще да. Какой у нас мордобой может быть? И мои 2 возьми, пожалуйста. Ну-ка, замри. Чего? Это что такое? Он тебя бьет? Нет, я сама ударилась. Не ври, это следы от пальцев. Зачем ты терпишь этого подонка? Не твое дело. Пойду поговорю с ним. Жень. Жень, не надо! Зубрицкий, ты куда? По делам. Женя, подожди! Даша, что происходит? Да стой! Стойте. За той машиной. Да, распустил ты сотрудников, Иваныч. Не говори, Михалыч. Спасибо. Thank you. За мной. Ну что, я вызвала такси? Так, никакого такси. Я сам отвезу в отель, потом в аэропорт. Такси отменяй. Позвольте вручить от нашего коллектива. Браво! Мужчина, вы куда? Олег! Может, я на пару слов? Ты видишь, я занят. Пожалуйста, очень надо, давай отойдем. На минуту. Так. Что ты хочешь? Я за Дашу. Я что происходит? Это какой-то сумасшедший. Сейчас его уведут. Босс, все Вы босс этого подонка? Женя, отпустите его. А вы кто? Охрана, уведите немедленно. Я коллега его жены, он ее бьет. Оставьте его. Это правда? Конечно, неправда. Какие-то выдумки. Что ты молчишь? Покажи мне свои руки. Покажи. Это правда. Да не верьте, они любовники. Это я жертва. Все нормально. Олег, ты уволен. Как? Господин Динаш. Подождите, мне все объясню. Вам это просто так с рук не сойдет. Оба пожалеете. Он едет за бланком. Подаст в суд на лабораторию. Понимаю. Попробуем перехватить. Вроде не домой едет. Не домой. Догадываешься, куда? Он сюда повернул.
Черт, упустили. Кажется, я знаю, куда он собрался. Что за черт? Простите. Может, что-то срочное? Да, Даша. Привет. Привет. Скажи, Олег у тебя не просил ничего спрятать? Нет, ничего не просила. Что? У меня к тебе дело будет очень важное. Если все-таки Дашка от меня уйдет, я хочу, чтобы она ни в чем не нуждалась. Поэтому открыл специальный счет в банке. Вот здесь все документы. Пускай у тебя полежат, ты там спрячь куда-нибудь. Ну, если разведемся, отдашь ей. От меня она ничего не возьмет. А от тебя возьмет. Пожалуйста, не ври, это очень важно. Валера, он украл у меня бланк с тестом ДНК. У меня у лаборатории будут неприятности, пожалуйста. Нет, ну бланк он мне никакого не давал. Валер, ну мы же еще не закончили. Да, сейчас. Ну, Валер. Сейчас. Долго еще ждать? Валер. Можно, пустите, я почти родственник. Нет. Девушка, да я на 1 минуту. Ну, это что ж такое, Валер, помнишь? Валер, дай Выйдите сюда, немедленно. Валер, дай сюда папку, пожалуйста. Выйдите. Дай, секундочку. Извините, сейчас. Сейчас в коридоре, да? Светочка, тихо. Все, я прошу прощения. В коридоре. Спасибо, извините. Беги. Давай. Спасибо. Фу. А где бланк? Какой бланк? Тест на отцовство. Ты же говорил, там банковский счет для Дашки. Дружище, я тебе потом все объясню. Это какая-то важная улика, понимаешь? Я не видел бланка никакого. Может, уборщица с тобой просила? Ах ты предатель. Я тебя другом считал. Да в гробу я видел таких друзей. Даша, вон. Давай, иди. Руки. Руки. Это я тебе должок вернул. Вы что себе позволяете, работнички, а? Сбежали в разгар рабочего дня. А это что такое, а? Ты с кем опять дрался? Вот только не надо. Не надо мне рассказывать сказки про недовольных анализами клиентов. Что, опять из-за нее? Слушайте, у вас ваш роман, что ли? Нет. А что? Я жду объяснений. Родион Иванович, у меня пытались отобрать очень важные документы, а Женя меня спас. Ты получил по лицу. Значит так, Даша, берите отпуск и приведите себя в порядок. А то вечно на вас нападают. А вот ты, Зубрицкий, ты будешь работать 2 недели без выходных. Это несправедливо. Справедливо? Я согласен. Тоже мне герой.
Дашунь, почему он взял твою машину вместо своей? Он ее продает. Слушай, как продают? Это же подарок. Мы разводимся, он хочет собрать все свои вещи. А подожди, она разве не на тебя оформлена? Мне все равно. Пусть забирает все, что ему принадлежит, и уходит. Знаешь, ты молодец. Правильно. Самое главное, что ты решила послать этого козла. Все. Все, ты не расстраивайся. Знаешь, что завтра? Разводитесь. Это все очень сильно усложнит. Вам придется по новой собирать документы, проходить собеседование. Да и вообще это... Ну, хоть какой-то шанс у меня есть. Я могу себя обеспечить. У меня квартира есть. В конце концов, я здорова, вредных привычек нет. Но закон не запрещает одиноким гражданам усыновлять детей. Но, как правило, в приоритете у нас только полные семьи, понимаете? Я понимаю. Но ребенок мне уже как родной. Вы это понимаете? Пожалуйста, ну хоть что-нибудь можно сделать? Мы попробуем. И учтем ваше участие в судьбе мальчика. Думаю, для начала нам нужно будет оформить опеку. Хорошо. А уже потом, через несколько месяцев, приступать к процедуре усыновления. Тогда будет больше шансов, что суд примет положительное решение. Угу.